На пути к финалу отряд «Ботор» в 1-2 вырвал победу у представителей Хабаровского края. А команда «Соболь» в своем полуфинале одолела соперников из Волгоградской области. Первый бой, тот раз, когда состоялся, мы были конкретно посмотрели, свои ошибки устранили, чем надо работать. И ребята, то, что сейчас, когда вчера совещание проводили, разговаривали, ребята очень серьезно они взялись. Финальная битва вышла не менее зрелищной. Команды, зная стратегии своего противника по полуфинальным схваткам, разрабатывали новые тактики. Мы снизу стартовали, мы еще дольше шли. Мы, по сути, наверх поднимались. После верха мы шли направо. Лэп переходили опять же. И там же пустили дрон и смотрели по местности, где противник находится. После дроном обнаружили противников. Якутская команда выработала стратегию разведка боем. Так «Ботуры» отправили 2 участников, что называется, на обмен. После чего, узнав местоположение тюменцев, нанесли решающие удары. Отработали достаточно плохо, несмотря на то, что было слаживание. Действовали все как положено, как было задумано. Это все вылилось в результат, что у противника осталось всего лишь 2 человека в строю. В основном это заслуга, конечно, тех, кто обходил слева, нашего доблестного ДРГ. Но, в общем, работа на 3 из 10. Несмотря на проливной дождь, сильный ветер и холод, команды вели ожесточенную борьбу. За счет грамотно выстроенной стратегии якутская команда «Ботор» обезвредила отряд противника и стала победителем первых всероссийских военно-тактических соревнований «Путь воина». Команда очень сильная. Командир у них хороший парень был, я его знаю. Остальные очень хорошие тоже. Все грамотно, все тихо делали. И даже за спиной за нас оказались. Мы это вообще не ожидали никак. И сразу 4 забрали. Команды показали выносливость, нестандартное мышление, оперативность принятия решений и, конечно же, слаженность работы. Участники соревнований доказали, что могут с гордостью носить звание курсантов Центра воин. Вероника Таюрская, Виктор Дьячковский, Якутск.